Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие события летят навстречу вам? Что это будет, как это будет, с кем это будет. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, что это у вас тут брокколи вышло. Да. Есть какой-то человек, как будто бы с тремя разными головами. Причем, ну вот судя по тому, что такие вот объемные прически, да, человек очень хитрый. Он всегда меняет свое лицо, меняет какую-то тактику поведения, отношения, умеет приспособиться, подстроиться. У человека какая-то навязчивая идея вас, я не знаю, охомутать, вас как-то к себе приблизить, добиться вас, вашего расположения. Но вы все разные, да? У кого-то отыграется, что мужчина положил на вас глаз и будет там пытаться не мытьем, так катаньем вас своей сделать. А у кого-то отыграется, что кто-то в вас очень сильно заинтересован и очень хочется вас привлечь к себе, на свою сторону, не знаю, там, нанять на работу, вы классный специалист, мастер, либо там, завлечь в какие-то свои, не знаю, интересы. Человек будет пробовать, и пробовать будет по-разному. У вас будет такой легкий шок от этого человека, вы будете теряться, потому что каждый раз, при каждой новой встрече, либо при каждом новом разговоре человек будет совершенно по-другому себя вести. Человек вышел с левой стороны, то есть человек, у которого есть тайны. И я не могу сказать, что прям плохой человек, нет, скорее хитрый. Вот идет именно слово «хитрый». И здесь как битва интеллектов идет, да, кто кого перехитрит. Про вас я тоже могу сказать, что вы не пальцем деланы, простите, что вы человек хорошо образованный, человек с высоким уровнем интуиции, да, вы склонны все анализировать, вы не склонны верить всему, что видите, да, либо воспринимать на веру все, что слышите. Поэтому здесь идет прям такая интересная борьба, битва двух интеллектов. Кто кого. Даже, знаете, похоже на какое-то развлечение, да, общение с этим человеком, вы будете развлекаться, либо оттачивать свое мастерство. Да, в ведении каких-то разговоров, переговоров, не знаю, там, налаживании каких-то отношений. Это интересно. Это очень-очень интересно. Человек либо уже в вашей жизни есть, либо вот-вот прям, буквально там со дня на день появится. И вы прям так плотно начнете общаться и будете друг друга перетягивать на свою сторону. Так, следующий момент. Здесь у меня два человека просто целуются. У женщины в голове любовь, брак, отношения, семья, там, не знаю, деторождение. А у мужчины в голове только интимная близость. Да, он ни о чем другом думать не может. И вот на почве вот таких разностей, да, между вами и мужчиной могут возникать какие-то терочки между вами. Девчонки, вот в защиту мужчины я могу четко сказать, мужчина вами болеет, в прямом смысле этого слова. Вы настолько его поразили, настолько взорвали ему мозг, настолько вы проникли в него, да, в его кровь, что он ни о чем другом думать не может. Вы свели его с ума, и это просто безумное, бешеное желание по отношению к вам. Он не пустой, он серьезный, он нормальный, но с ним такое происходит, его прям аж трясет, понимаете, трясет. Когда он думает о вас, его трясет, а когда он вас видит, все мозги, да, как кислород перекрывается, и все уходит туда, в нижнюю чакру.
Вот так у него идет. Вот. Не ругайтесь с ним, а лучше пожалейте его. Пожалейте, вы настолько прекрасны, вы настолько обворожительны, что он ни о чем другом думать не может. Да, возможно, вам нужно, да, побыть вместе, да, близость должна между вами произойти. Если уже произошла, ему как бы категорически этого не хватает. Нужно больше и больше. И поэтому ни о чем думать не может, ни на чем не сосредоточиться, не сконцентрироваться он не может. Вот такой вот он человек. Так, дальше идем. Здесь у вас такой прям виноградик вышел. Виноградная такая гроздочка, причем такая, знаете, хорошая, шикарная. И вы эту виноградную гроздочку так аккуратненько срываете, да, пытаетесь ее перетащить домой, я так понимаю. Хорошие результаты в очень сложном и кропотливом деле. Дело, которое тянулось достаточно долго, дело, в которое вы вкладывались целиком и полностью. Кто-то все время тратил на это дело, кто-то еще деньгами вкладывался, кто-то, как говорится, не спал, не ел, да, занимался этой работой, этим делом. Результат просто потрясающий. Виноград сам по себе — это очень вкусная ягода, а у вас прям гроздь, понимаете, гроздь из этих виноградинок, и она, соразмерно вашему телу очень большая. То есть результат сверх ожиданий. Результат просто шикарный идет, да, сбор шикарного урожая. Кстати, сегодня я делала чашечку кофейную, тоже такое видела. Хороший знак, да, возможно, одни и те же зрители меня смотрят, но вот вам как подтверждают, да, результат, вот не зря вы вкладывались, результат будет просто выше всех ваших ожиданий. Так, здесь у меня вышел человечек, который скачет на лошадке, но смотрит в противоположную сторону. Да, так иногда бывает, когда человек не видит потенциала, либо человеку не объяснили, да, что есть возможность там роста, можно чего-то добиться, приумножить. Да? То есть вы занимаетесь какой-то работой, может быть, своим бизнесом, либо на кого-то работаете, и вы стремитесь к успеху, потому что лошадка хоть и небольшая, но она скачет в правую сторону и вверх. А вы почему-то сидите спиной, да, и смотрите в обратную сторону. Может быть, вы о чем-то жалеете, сожалеете. Здесь вам просят передать, что сожалеть не надо. Нужно на этой лошадочке просто развернуться, не бросать эту работу, продолжать ею заниматься, потому что успех вам гарантирован. Не сейчас, не в тот срок, который вы загадали, чуть попозже будет прекрасный результат. И лошадочка это точно вырастет. Вот под вами она вырастет. Если вы уйдете с этой работы, либо прекратите заниматься этим делом, мои хорошие, вы потеряете шанс, очень крутой шанс заработать, повыситься, вырасти по карьерной лестнице, либо раскрутить свой бизнес. Вот такая информация. Потерпите, подождите, постарайтесь оценить ту работу, то дело, которым вы занимаетесь. Думайте масштабней, и, возможно, вам просто не хватает какой-то информации. Может быть, с начальником поговорить, либо узнать конъюнктуру рынка, да, если мы говорим про бизнес. Здесь какой-то прям огромный потенциал, который вы не замечаете почему-то. У кого-то, кстати, отыграется, что это отношение к какому-то человеку. Например, человек не работает в данный период времени, и вы думаете, лодырь, не хочет, ах ты негодяй, либо негодяйка. Да, вот злитесь вы на этого человека, считаете, что человек не способен, либо, в принципе, да, не расположен к тому, чтобы работать. Это тоже ошибочное мнение. Человек, возможно, мобилизирует свои силы. Возможно, человеку нужно чуть больше времени для того, чтобы себя полностью, целиком реализовать в какой-то работе, в каком-то деле. Этот человек вас в будущем еще очень-очень удивит. Удивит не только его трудоспособность, возможность работать, делать карьеру, но и возможность притягивать деньги, да, зарабатывать деньги. У человека просто дар. Как будто бы из воздуха вытаскивает денежки. Человек, либо сейчас не готов, да, либо еще чуть-чуть нужно подождать, и человек просто выстрелит, да, как то ружье, которое висит на стене. Подождите, не надо, не форсируйте, и не злитесь, и не говорите плохих слов, не ругайтесь. Поддержите этого человека. Может быть, наоборот, нужно чем-то помочь, ослабить, либо поддержать, и тогда все случится намного быстрее. Так, следующий момент. Следующий момент связан с какой-то женщиной. Женщина, которая просто лопатой копает для вас яму.
какую-то ловушку, яму. У женщины к вам очень много претензий и очень много страхов у этой женщины относительно вас. То есть она вас очень сильно боится, очень сильно. Она как бы трезво оценивает ситуацию, понимает, что она против вас в открытом противостоянии ничего сделать не может. Поэтому она решила выбрать такую тактику хитрости. Хитрости, подлости, коварства. Да? Говорит, вот я сейчас тебе тут этих ям накопаю, ловушек, и обязательно в одну ты попадешь. Будьте внимательны, знайте, что вам готовят неприятности, но у вас всегда есть какая-то возможность маневрировать и обходить эти неприятности. Просто нужно внимательно смотреть перед собой и под ноги периодически смотреть, чтобы не попасть в эту ловушку. Как-то она будет пользоваться тем, что знает о вас, либо даже, возможно, будет как-то привлекать каких-то людей, которые знают вас, наводить о вас справки. В принципе, ничего прям такого страшного я не вижу, но вас тут предупреждаю, да, смотри вперед, смотри под ноги. Обходи опасные места, не ввязывайся в какие-то неприятности, там, поменьше болтай, поменьше, не знаю, там, критикуй кого-то, да, будь поаккуратней. Не могу сказать, что она прям опасная, страшная. Нет, скорее она какая-то напуганная и отчаянная. Это моя последняя возможность, да, там, навредить ей. Не вижу, что у нее получится. Не вижу на самом деле. Зря, да, зря старается, зря копает. Может быть, как физический труд ее исправит. Так, еще. Здесь у меня мужчина на каком-то выборе. Он стоит между любимой женщиной и еще двумя людьми. То есть у него за спиной двое. Один из них, из этих двоих его держит. Прям, видите, веревка между ними. Мужчина развернут к любимой женщине. Да, у него в голове огромный вопрос. Вот как поступить, что мне делать? Девочки, может быть треугольник, может быть новые отношения. Может быть и семья, но что-то между вами происходит. Он готов, он хочет быть с вами, он на вас смотрит. Но у вас какая-то реакция на него странная. То ли вы обиделись, то ли вы в какой-то ультимативной форме с ним разговаривали. Одним словом, он ждет сигнала от вас. Как только он сигнал этот уловит, получит, услышит, он будет действовать. Сейчас ситуация как будто бы такая подвисшая, зависшая. Надо сигнал, надо подать ему сигнал. То есть хотите вы его, так и скажите, я тебя хочу, я хочу быть с тобой. Не хотите, говорите прямо, так и так, нам с тобой не по пути. У вас как заморозка произошла в вашей ситуации. Понятно, что вы ни в чем не виноваты, но опять же, вся ситуация зависит от вас, от тех сигналов, которые вы будете посылать этому мужчине. Он готов оборвать вот эти связи с этими двумя. Но нужна от вас какая-то обратная реакция. Если понимаете, о чем я говорю, не ждите, маякуйте, не стесняйтесь. И не надо там думать, что он там подумает, что я за ним бегаю. Нет. Пусть лучше подумает, что вы за ним бегаете, чем примет неправильное решение. И вы, и он будете потом об этом сожалеть. Так, идем дальше. Здесь очень какая-то интересная встреча у вас идет. Нет, это не встреча, это скорее как новое знакомство. Перед вами фигурка человека, который есть по статусу выше, чем вас, по возрасту старше. Человек, у которого очень много возможностей, очень много рычагов влияния. А вы перед этим человеком как проситель стоите, просите о чем-то там, о защите, о помощи, о каком-то покровительстве. И этот человек вам что-то будет давать, передавать и, знаете, даже какое-то обещание давать. Вот в одной руке это какая-то бумага, а в другой как пальмовая ветвь, да, вот знак защиты победы. Здесь через какие-то, не знаю, связи, либо через вашу настойчивость. То есть вы дойдете до этого человека, либо вас кто-то познакомит с этим человеком.
И вы знаете, вот эта встреча, знакомство, оно очень судьбоносное. Этот человек на протяжении либо нескольких лет, либо всей вашей жизни будет вам помогать, защищать, не знаю, советовать, открывать для вас какие-то важные там, дороги, двери. Хороший момент. Человек к вам прям проникнется, оценит вас, да, и так и скажет, да, хороший, добрый человек, талантливый человек, надо помогать. Вот возьму шефство и буду помогать, буду защищать. Вот чем смогу, тем и помогу. Так, хороший момент. Так, девочки, мамочки, у кого дети непослушные, взрослые непослушные дети, здесь опять же, да, знак того, что ваши непослушные взрослые дети к вам придут со словами: «Мамочка, прости, мамочка, извини, ты была права, мы там шишек набили, да, опыт получили, вот теперь только можем оценить, насколько ты нас любишь, насколько ты желала нам добра». Здесь идет такой разговор слезливый с вашими взрослыми детьми, когда ребенок, был как колючий ежик, а становится как ласковый котик. Да, вот вам будет очень приятно. Приятно, что ваш ребенок повзрослел, поумнел, рационально рассуждает. Да? Вот это будет очень приятно. То есть даже какое-то восстановление отношений между матерями и детьми, либо отцами и детьми. То есть такой момент. Так, еще важный момент. Принятие какого-то решения, которое приведет вас к успеху, к достижению, не знаю, даже какой-то мечте. Но нужно будет принять решение и сделать какое-то действие. К сожалению, я не могу сказать, какое действие и какое решение вам придется принять. Вижу, что вы будете мучиться выбором, и как будто бы вас кто-то будет отговаривать и говорить, что не надо, не время, не получится. А вы то ли на принцип пойдете, да, скажете: а вот я сделаю, а вот я докажу. И вы знаете, и сделаете, и докажете. Такое прям тоже судьбоносное решение, которое принимаете вы. Вы принимаете из какого-то принципа. Может быть, даже в отместку. Знаете, как бывает, да, женщину мужчина обижает и говорит ей: да ты никто, да ты без меня ничего не можешь. А женщина встает на ноги, становится абсолютно независимой, состоявшейся и доказывает, да, что ты был неправ. Это ты без меня не можешь, а я все могу, потому что я так решила. Да, такой момент у кого-то прямо отыграется. Такая информация прям четко пришла. Видение картинки женщины, состоявшейся, богатой. И мужичка такого, знаете, раздавленного, шокированного, да, чего добилась женщина. Причем какие-то, знаете, сжатые короткие сроки у вас получится это все сделать. Так, еще очень важный момент по событиям. Вы кого-то будете встречать. Встречать, знаете, как человек долго-долго к вам собирался ехать, никак не мог доехать. Может быть, переносились моменты поездки, встречи. Вот вы прям уже и не верите, да, что доедет таки наконец. Доедет. Причем доедет с подарками и с каким-то очень крутым, серьезным предложением. Девчонки, кто общается, встречается в интернете, кто, например, там, с иностранцем общается, он до вас, девочки, доедет. И да, вы его встретите, и да, он будет говорить то, что вы хотели услышать, и даже больше. Да, то, на что вы даже не рассчитывали, тоже будет говорить, предлагать. То есть мужчине, скорее всего, нужно было время на то, чтобы дозреть, да, разобраться в своих чувствах, в своих намерениях, планочку свою, да, как-то определить. И он дозрел, он едет к вам. У вас тут прям, смотрите, ладушки с правой стороны, вы встречаете, и он прям вам что-то передает и ментально, и из рук в руки что-то передает. Подарочки, кто-то колечко получит, да, кто-то и колечко, и цепочечку, там, или, не знаю, колье, может быть, да, мужчина тут прям щедренький такой идет. Щедренький, решительный, да, он вас выбрал, он принял решение, и поэтому и едет. Именно сейчас едет, когда принял решение. Так, и самый венец, в венце у вас знак защиты, знак гармонии, знак спокойствия и
знак того, что все становится на свои места. Сейчас немножко, я так понимаю, страсти бушуют в вашей жизни, какая-то неопределенность есть. Но в будущем, вот то время, которое вы загадали, да, вот все становится на свои места. Становится понятно, куда идти, что делать, какие отношения, с кем отношения. Вот какая-то прям гармония в вашей жизни, и вы за долгое время наконец-таки выдыхаете и даже позволяете себе расслабиться. А у кого-то прям мужчина, да, на кого вы будете полагаться. То есть вы спокойны за себя, за свою семью и за ваше все общее будущее. Вы прям так выдыхаете, снимаете с себя страхи, переживания. Классный момент, когда вы спокойны, когда вы в состоянии релакса находитесь. И опять же, знаете, как будто бы какие-то неприятности, неприятные люди вот как будто бы отступают от вас. Да? Отступают, либо вы недоступны, ваша семья недоступна плохим людям, плохим событиям. Да, находитесь в какой-то зоне безопасности. Да? Можете отдохнуть, можете насладиться этим временем. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.